وسياتش مخوك تاني داخش بدو اراد حبوار شوات ما وصل نقش حبوار شوات هاري بوخستادو تا بروست بس هين هوكر بس قلا اللي الزون تا بوار شوات الدي شتوك وتو كود بوخستوي وكدرو وات باخ بورش هودين بو كدرو بورش هودين شون تخاتو تا هم لينا ايوات بورش دي سوت كدرو وات بورش اتا قلا وين تا تاني سو حبوار شوات باخ هو باهندو تون بوار شوات باخ يا هو دو دقيقة تا بروست اشبار اللي بوار شوات باخ شو هو تا بورش دوت دشت شو يا بروبروش يا شدات ناكو شو قوش بايو شو جازري شو اتكبرت شو اخوشي شو اخي ايريو اشتان هم اردو احبوخ شو قوش شو يايش بايو شو حيوتش بايو شو جازري حيوتش بايو شو اش ليلور Eter lütük ödübet واتسوتان تان همان ريزوچن يهده دا الله عزو شمال yer işlet yer Ruslan yer işlet da ol şkılı böşvet elter doş diten datçın Вишь, ёж матебах та хум el зерпле чусетла Allah уже тухет Allah чуга ошу иш трит кан вообще сравнение нисаят шешек بس روسلان إلهي اتا ارابل تاني وال شو تات بريت تاو تاني Об этом дерьме они не знали, поэтому для них это все свято было, как и для нас здесь, многих присутствующих. Я сейчас покажу ролик, да, где женщина русская, которая была в плену, ну, скажем так, в заложниках, да, как она отзывается о чеченцах. И вы можете потом сопоставить, если бы эти люди, да, наши там воины какие-то, если бы они следовали бы Корану и Сунне, она давным-давно по 4.24 бы была бы салам алейкум сделана. Но тогда наши люди на тот период не понимали, вообще не знали. Для нас вот эти духовные ценности, они чисто через наш чеченский уклад, вот так вот мы на них смотрели. Поэтому никаких вот этих, там, скажем так, агрессивных или каких-то там античеловеческих методов нигде там не применялось. Что, тогда села Елена Великая, хочу я. Вообще полностью. Елена Троянская. Да, шайл иджму, шайл вообще. Цана под шконку, короче, задвинуть инерцию полностью. Этот ролик все равно прокручу, да, чтобы кто такой Басаев, Гилаев, когда вы тут пишете эти писюльки, это надо показывать. Так, сейчас покажем вам. Обязательно. Один момент. Включу. Как оно здесь было? Камера. Так, уж мое видно. Боевиков. На форме боевиков. Ну, потому что
было холодно, а я не была одета хорошо, и они мне дали свою одежду. Скажи, а те слухи, которые ходят в Кизляре, что ты вроде бы сбила 2 БТР, это правда? Серьезно? Нет, это неправда. Даже стрелять не пыталась? Нет, я не стреляла. Мне не доверяли. Не заслужила, не заслужила. И еще один вопрос тебе. Что ты сейчас испытываешь, помимо радости? Радости, что я возвращаюсь домой? Кроме радости. Ну, симпатию к чеченцам. Очень даже большую симпатию. И в одно время и радость, и печаль, что я рассталась с такими хорошими людьми. Скажи, это не странно? Человек, который был в заложниках, который прошел больницу, который прошел бомбежку, и вдруг симпатия к чеченцам. Почему? Для меня странно это. А для меня нет, потому что они относились не как к заложникам, а относились как к обыкновенным людям, которых приходится спасать от своих же российских солдат, которые нас якобы спасали от боевиков. Скажи, вот эта симпатия, которая у тебя сейчас сложилась после боев, Так, это что, нас блокнули? Или у тебя из-за того, что эфир на паузе? Мичао, Фарго. Ой, 2 лет сейчас. Но у вас выкинуло всех что-то. У тебя на паузе просто эфир стоит. Нет, я видео смотрел, вот то, что ты показывал. Ну, тут показывает, что ты на паузе. Автор скоро вернется, эфир на паузе. Не знаю, это какой-то Попробуй там технический. пошаманить. У тебя случайно не 2 приложения открыты одновременно? Да, у меня тоже так. А вот Маршал, Стелла пишет, что у нее нормально показывает. Я не знаю, я впервые столкнулся с таким. Сейчас я перезайду. Вот, короче, по видео, да, которое я сейчас показал по этой теме, видите, как относились даже к людям, которые заложников были, как они потом отзывались. Это было потому, что люди, вот наши люди, наши там какие-то воины, они следовали как раз-таки нашему укладу культурному. И поэтому когда даже там заложники, какая-то ситуация там происходила, наоборот, сами жертвовали, спасали этих людей, просто пытались каким-то образом остановить эту войну. Но если бы они по Корану и Сунне, вот по шарикату топили, то как раз-таки они бы там и вот эти женщины, и салам алейкум с ними делали бы, да, и во все тяжкие бы давались. Вон как мудачо 7 октября в Израиле поступало, которые вон обезьяны туда забежали. Вот примерно вот такое что-то происходило бы у нас тоже. Десницы, правые десницы, да, и все такое. Так, у меня что-то с голосом не то, да? Я вроде не простудился. Может, Ибрахим, увидела тебя и увидела вопрос. Вот решила зайти и спросить, так вам что больше нравится, шариат или демократия? полностью за шарикат. Ну тогда почему ты не поехал в Афганистан, в Иран не поехал? Почему вы едете в демократические страны? Тут джизья, говорят, есть бесплатная у кефиров. Джизью, чтобы забрать.
чтобы они вам пособие платили ради этого? Как ты можешь жизнь забрать, если они там главные, а не вы? То есть ты имеешь в виду пособие? Можно это считать и так, как бы... На пособие. Ну да, большая часть мусульман сидит на пособие, не работает. Тут ты прав. А если будет шариат, на что же вы будете жить, мусульмане? Тогда как бы Аллах даст. Аллах там. То есть, а сейчас Аллах в Афганистане не помогает афганцам под шариатом, которые живут. Ну, сейчас сложновато. Там, видимо, циклон постоянно. И вот это Аллах когда... То есть в демократии вы едете за пособиями, потому что вы ничего заработать не можете, ничего сделать не можете. Вам нужно пособие. А свои страны, которые против шариат, вы там жить не хотите. Вы хотите все сделать в говно превратить, все страны. Над Афганистаном находится циклон. Поэтому, когда Аллах на нижнем... Я не знаю, какой там циклон, там шариат, о котором вы мечтаете. Но почему-то вы тогда никто не едете, мусульмане. Езжайте жить по шариату, но вы не едете туда, вы хотите пособий. Да, там... Да, потому что вы ничего не умеете делать, ничего не умеете изобретать, работать вы не умеете. И поэтому вам приходится просить у европейцев денег. В Афганистане Аллах не помогает, потому что там циклон. А в Иране почему Аллах не помогает? А в Иране там тоже циклон? Тоже слегка. На нижнее небо, когда спускается он, там циклон, и не, как бы вот эти молитвы не доходят. Не доходят. Понятно, понятно. То есть где бы вы ни молились, ваши молитвы не доходят. Потому что везде, где шариат, вы же мусульмане, оттуда и бежите, бегом. Не, мы пока слабы мы. Как понять слабо? Вот есть шариат, вы хотите шариат. Вот есть шариат в Афганистане, в Иране. Почему вы туда не едете жить? Там тоже это же так классно жить при шариате. мало. Там неправильно. Мало кушать. А, там неправильный шариат. шариат. А правильный шариат это в демократических странах, когда вам халяву дают. 100%. Вот правильно. Вот ты честно говоришь, что вы хотите подачек. Ты честно говоришь. Никакого шариата вы не хотите. Ну, вот так вот получается. Не, Получается нам так. они же обязаны давать вот как Кто обязан давать? вот кафиры должны нам. Почему это они вам обязаны? Лена, Потому что вы никчемные и ничего не можете? вы сами откуда, Лена? Я из Америки. Мы с тобой разговаривали не один раз. Ты меня забыл, видимо. Да не, вы меня путаете. Такие делаем, такие. Знаете, что такое такие? Так вы же вот тут пишет кто-то пидорас. Так вы же к пидорасам и едете. Вы же мусульмане, претесь к пидорасам. Мало того, что вы же претесь к пидорасам, вы в одной партии с пидорасами. Кто поддерживает? Аккуратно. Лена, попросим аккуратнее. Почему? Хорошо, ЛГБТ. Лена, Вы едете внизу в страны, слева. где ЛГБТ, и поддерживаете Внизу слева. паре, Обратите политические внимание. программы, которые поддерживают ЛГБТ. Милая Леночка, вы, наверное, перепутали Ибраима с другим Ибраимом. Может быть. Но мне просто понравился вопрос. Очень понравился вопрос, который вы поставили. Елена, ну видите, мы в 92-м году, у нас светское государство было, демократическое, народ избрал как бы. Ну, Сейчас вот решаем, как дальше нам быть, вот думаем. а в какой стране вы? В Чечне вы это решаете? Леночка, успокойся, пожалуйста. Это не тот Ибрагим, ты перепутала Ибрагима. Я поняла. Вот ты знаешь, с этим. Привет всем, ребята. Эти как раз ребята здравые, поверь мне. Но я же, по-моему, никого не обидела, не дай бог. Нет, ну ты на них наезжаешь, но это не те люди, на кого надо наезжать. Они как раз... Ну все, я извиняюсь тогда, на всякого мира. Такая у нас провокационная, правильно? Да. Я просто долго думала, когда она поймет, что это не тот Ибрагим. Ну все, я тогда... Я не хотела ни на кого наезжать, просто меня правда это поражает. Меня поражает, когда люди уезжают из Я страны, неважно вообще для чего. думал, она троллит там под нас. Нет, меня поражает, когда люди уезжают из страны из-за того, что там коммунизм, социализм, шариат, приезжают в страну там, где капитализм и демократия, и хотят из этой страны сделать такое же говно, из которого они уехали. Вот меня вот это поражает всегда. Ну вот в точности, как вы сейчас мне вопросы задавали,
Я отвечал вам как раз людьми, которые вот эту вот тему гнут. То есть я их ответами вам отвечал. Хотя там под конец я чуть-чуть с сарказмом, да, про Нет, я поддерживаю Украину. Меня спросили, если я Русню поддерживаю. Нет, я поддерживаю Украину. Я считаю, что к Украине это несправедливо. Очень. 100% несправедливо. Вы меня, наверное, с этим спутали. Там в Финляндии есть чувак какой-то. Да, наверное. Да, сейчас его что-то не слышно в последний. Кстати, Стелла, ты видела, где он лазит? Да, он открывал экран недавно. Не надо идти, спасибо, ребят. Я извиняюсь, если некрасиво себя вела, примите мои извинения, меня зовут. Все нормально. Все нормально. Видела недавно, попался мне его эфир, он открыл камеру, показывал свои ноги, руки и смеялся, что вот люди хотят по моей тени меня найти. Не знаю, такой храбрый. Личика показать, читай. Да. Не, а кто его ищет вообще? За него дела вообще нету. Ну, он хотел бы, чтобы его искали. Говорит, яхуды меня ищут. Он просто не понимает, что если яхуды ищут, то они находят. Например, в Иране всех главарей нашли, а какого-то его не нашли. Просто он недостаточно дорос, чтобы его искали. Ну, Лену конкретно довели уже. Я думал, она тоже знает нас с сарказмом, она специально троллит, я думал. Так Ибрагим ее тоже начал троллить. Да, говорит, мы за шарикат. Она не понимала. Она сходу наехала. Да, слишком на эмоция была. Когда я даже про небо сказал, она тоже не уловила. Короче, с шашкой махала Лена. Вчера к нам заходил чеченец по имени Аслан ПМ ко мне в эфир. Рассказывал про ислам. Азимут заходил, я Стелла заходил тоже, видел, как вы наехали на тему. Я хотела, чтобы вы поднялись, поговорили с ним, потому что он там про Чечню рассказывал, что вы мирным способом ислам приняли, вообще так все прекрасно было. И что ваши адаты никак не противоречат исламу. Вот. Оно прошлась, он ничего не знает. Что-то там утверждает. Я говорю, покажи аят. Не знаю, потом посмотрю. Думаю, может, свой еврейский медресе уже пора открывать. Учить мусульман исламу. Да, ну, у вас там и так институты, которые... Я все-таки у вас выпрошу хоть один оригинальный Коран. Да? Ибрагим, я сидела с израильтянами, ну, ивритоговорящими, не русскоговорящими, и там сидели арабы. И я начала с ними по Корану проходиться, и он мне говорит, сестра моя, я, говорит, не знаю свой Коран, я рад, что ты его знаешь лучше меня. Я говорю, вы меня вывели, что мне пришлось учить его. Он говорит, я действительно... Он говорит, а где такое написано? Я ему начинаю говорить аят. Он говорит, я пойду и поучу. Ты знаешь, вот реально люди вообще не в этой теме, не бум-бум. Я вот, когда это было? На прошлой неделе, ну вот несколько дней назад, начал ковырять вот эту историю, да, когда за неким мусульманином шел еврей, яхуд, и, короче, топтал его тень. Представь, вот это вот самые такие радикальные вахабнюки, они рассказывали эти истории. Я вот даже, по-моему, в мечети это слышал. Ну, в любом случае, это из уст вахабневых вот этих, короче, имамов. И представь,
я начал сейчас это ковырять, тут несколько дней назад. И эта история, она вообще высосана из пальца. То есть сами мусульмане, как бы, вот это, там, Ахлю Сунна, они критикуют эту историю, да. Ну, я сейчас напомню, что за история. Там мусульманин шел по дороге, и сзади него был яхуд. И, короче, он вспомнил, что пророк сказал, что яхуды всегда будут вредить мусульманам. И уже там до обеда, что ли, ну, полдня он за ним шел, и что-то он почувствовал не то, взял его, схватил, поставил ему кинжал перед этим, ну, под шею осуждаю, и спросил, типа, наш пророк сказал, что вы нам будете всегда вредить. Ты что делал? Признавайся, короче. Что-то не то, короче, ты вот идешь. И тот там испугался, заплакал и сказал, что я, короче, больше ничего не мог сделать, кроме того, как вот шел и твою тень топтал. То есть этим преданием вот эти люди говорили, что, видите, вот так вот евреи ненавидят мусульман, они всячески пытаются, короче, нанести урон, вред, короче, своими действиями. Ой, мне интересно, что ты эту историю сейчас сказал. Я сейчас загуглила, кстати. Написано, что это был какой-то раввин Заид ибн Санна, который шел верить в пророческие качества Мухаммада. Ну, ты посмотри, как отзываются там Ахлю Сунна об этом. Они говорят, что эта история высосана из пальца и из разряда какого-то суеверия. То есть, вот нам ваххабнюки, когда притащили вот это, через ваххабников истинный этот ислам, как раз таки там нам объясняли, что вот это, то, что у нас до этого было, да, это все там придуманное, надуманное, натянутое. А вот то, что они притащили, ваххабистское, вот это дело, оно самое истинное. А сейчас, когда я ковырнул, вот несколько дней назад, что это за история? Оказалось, что это вообще порицается, короче, ну, критикуют сами в исламском мире, вот эти вот там, Ахлю Сунна, они наоборот называют это свои. Представь, вот всеми правдами и неправдами, насколько нас дебилизировать, ну, пытались, да, ложью, там, не ложью, придуманными всякими суеверными сказками. Я же поэтому вот говорю, что все эти недостоверные хадисы, все эти предания, они специально, чтобы максимально разные слои общества, да, чтобы на всех вот было, да, всем подходящее. Они поэтому Могу задать их вопрос? держат. Можно. Приветствую. Приветствую. А скажите, пожалуйста, тогда, разве это как бы неправда? Разве, скажем, что не евреи? Евреи бывают и христиане, и иудеи, и мусульмане тоже, да, не евреи. А вот именно что иудеи. Там идет... Евреи не бывают, они ни евреи. христиане, ни мусульмане. Евреи, они с религией вместе идут, иудеи. Нет, уважаемые. Вышел из религии, надо меня евреи учить. это национальность. Евреи, слушайте, Нету у нас, наша национальность и религия это одно. Это одно. Давайте я вам скажу, потом это самое. Да. Из числа евреев... Давайте я вам по вопросу сначала, по вопросу ответ дам. Вот смотрите, вы сказали, разве это неправда? Как раз таки я вот Стелла может подтвердить. Я смотрел там передачу какую-то, где мусульманин, палестинец, араб, там палестинец, не знаю, проживающий в Израиле, он там что-то, то ли кондиционеры, что-то чинил там, да, и специально что-то там провода, короче, устраивал вот эти диверсии, да, евреям как бы. И вот этот хадис или это предание, которое недостоверно о евреях говорится, оно как раз-таки подходит вот арабам, мусульманам. То есть они всячески пытаются навредить евреям. Да. Так, могу ответить? Говорите. Смотрите, дело в том, что если человек изначально он такой, у него в голове, что вредить он будет, это не относится только арабам, там, я не знаю, не арабам, евреям.
Есть с числа арабов и нормальные, и ненормальные тоже. Также у евреев тоже такое же есть. И нормальные, и ненормальные. Дело в том, что сейчас в данный момент мы в общем берем, что в мире посмотри, что происходит. Посмотри, что происходит, какой хаос происходит. Именно что, кто делают? Сионисты, иудеи. Разве это не так? Чего себе? Слышишь? Вот ты сейчас где живешь? В России? У нас вот вода в кране не идет сегодня. Да, весь да, день. да, Вот да, тоже да. они? Я в России, да, России живу, да. Да, они Не тоже было в подъездах евреев, да, в гадят. Дагестане? Подожди, в подъездах, Да. в подъездах он там гадят, тоже евреи? Нет, конечно. Нет, конечно. Кто, Обама? Причем тут подъезд, причем тут гадить? Может гадить и русский, и не русский, и вообще непонятно кто. Причем тут именно вот араб, Я именно просто мусульмане. вспомнил. Я А вы просто кто по вспомнил. нации, можно спросить у вас? Подождите. Я просто вспомнил Мусульмане я. один. Говори. Да-да. А, вы это самое, с Дагестана? Нет, я не из Дагестана, нет. Но из Кавказа. Национальность есть у вас? Он мусульманин. Я Мусульманина мусульманин. нету национальности. Мусульманин он. Я Рода без мусульманин. племени. Понял. Ага. Вот у вас в стране кто управляет? Каким страной? Русской страной. Ну, я думаю, что сам русский. Говорят, что он тоже, я не знаю, еврей. Я не знаю. Мне вообще как бы разницы нету. Окей, зафиксировали. Зажигал Хануку, 100% еврей. Свечу зажигал на Хануку, 100% еврей. Отвечаю. Я что ли? Не, Путин. Смотрите, а вы поддерживаете? Я не знаю. Кого поддерживаю? Палестинский джихад. Слушайте, палестинский джихад, поддерживай, не поддерживай, это такое слово вы говорите. Сейчас в данный момент там происходит геноцид, убивают детей. И как я могу быть за этого? Геноцид это что? Геноцид Что это означает? истребление людей. Истребление людей просто, да? А что еще? Геноцид. Гены. По генам, по генетическому признаку. Там какие гены там? Какая национальность в Палестине? Геноцид мусульман. Арабы? Я не знаю, арабы, палестинцы. Сколько арабов живут в Израиле? Я не знаю, я не в курсе, но много. 2 миллиона арабов живут в Израиле. Там нету никакого геноцида арабов. Это неправильное утверждение. Придумайте что-нибудь другое. Не, подожди. При чем тут это? Там друзы живут. Вы использовали... Слушай, там друзы живут, они даже против, они сами Там арабы. и друзы живут, и арабы живут. Вы использовали слово геноцид. Геноцид означает... Этот термин же придумал какой-то человек, его когда-то не было. Его в какой-то момент человек придумал и дал определение. Геноцид. Даже само слово говорит о себе. Геноцид. Понял, да? По генам. То есть, например, когда была война в Чечне, чеченца убивали просто потому, что он чеченец. Любого чеченца там ловили, паяльной лампой пытали, через фильтрационный лагерь пропускали, и 2 раза больше, чем увозили чеченца, приносили 2 раза больше опухшее тело, без ушей там. 2 миллиона арабов. В полиции работают там, в парламенте арабы там. Называй его как хочешь. Также убивать же людей. Нет, Убивать же на войне детей. людей убивают. Конечно. Не. Снайпером прям детей в голову стреляют. О чем ты говоришь? И это доказано. Короче, пошла. Короче, не да. так? Все, Нет, разве это не так? мертвое полушарие.
Да, давай. Так я и говорю, что-то. Я говорю, там живут и друзы, которые находятся и в полиции работают, и... Кто такие друзы? Скажи просто. Друзы Вот тоже люди евреи? слушают. Друзы А кто это... такие друзы? Друзы, ну Кто это, это? они арабы, но это друзы, это типа... Так как это бы, арабы и не арабы? Кто это? Язык какой? Арабский язык. Это религия Так, подожди. их, вот такое течение, типа такое исламское. Так подожди. Если они тоже арабоязычные арабы, то почему же мы их не убиваем, и они служат в нашей армии? Ну, Мы же потому что геноцидим всех предатели, арабов. Нет, Они потому что предатели. Ладно, окей, хорошо. Может быть, Хорошо, Ливию бомбите, подождите, Палестину бомбите, Ливию бомбите. Там, я не Сейчас знаю, по других- очереди. По очереди! Не базарь. Это интересно. Герцог, дай мне секундочку его, подожди. Значит, мы начинаем с 7 октября, когда твои братья, которые называют себя мусульманами... Это ваши же, этот Секунду. Захал придумал вот это 7 числа и сами сделали, и всегда Ага. так и было. Сами А что, пришли, не так, сами что ли? себя убили. Как гитлеровская Германия зашла в другие государства, так и сами это делали, потом говорили, что нас убили. Такую же тему они это делают. Такую же хитрость они это делают. Значит, смотри. Раз мы такую хитрость провернули, зашли сами себе, кричали Аллаху Акбар, сами себя изнасиловали, сами себя убили, значит, так нормально, что мы сами же пойдем и также их убьем. Нормально? Нет, Тогда... нет. Секунду, Это дело в том, что вы этим расширяете... вот Шадат. Если мы сами себя убили, скажи, пожалуйста, тогда чего же вы ноете? Вы там в туннелях, твои братья мусульмане, прятали, держали заложников. Это тоже мы сами себя затащили туда? Да ладно, а вот заложники, которые были там, бомбой бросали, сами же убивали, те же заложники, которые освободили в самом Я Израиле, спросила тебя они говорили, вопрос. как Мы они сами относятся к ним. затащили стариков Как и они детей относятся? Не в врите туннели. здесь, не надо чушь там здесь. Я здесь спросила нести. Не тебя. надо. Мы сами затащили в туннели. Сами же заложники, я лично смотрел, сами же заложники признавали, как и им хорошо относились. Скажи мне, это по какому каналу ты смотришь? По Аль-Джазире или по ТРТ? Мне очень интересно, по каким каналам ты смотришь. Или, может, ты по иранским каналам это смотришь? Тут написано шариат или демократия. Чего хотят чеченцы? Чеченцы – это воины. Это прекрасный народ. Я очень сильно уважаю. Но есть один минус среди чеченцев. Это то, что... минус в том, что они воины. А противники и той или иной империи, когда видят какой-то народ в составе какой-то империи, что они воины, они пытаются их поработить, натравить на империю, использовать для своих целей. Как, например, я вам скажу, в царское время черкесы имели большое консульство, большой дворец в столице. То есть Екатерина, там, не знаю, другие цари, они ничего не решали с позволения черкесов, вопросов касаемо империи. Что же случилось? Турецкая, Османская империя за своих интересов погубила эту нацию. Погубила окончательно. Что я хочу сказать своим чеченцам, нашим братьям. Я их считаю своим братьям, я очень сильно уважаю. Не надо кого-то слушать. Чечня – небольшой демографический народ. Вам лучше в составе России. Чечня на сегодняшний день как Дубай. Приезжайте, наслаждайтесь. Там все прекрасно. Спасибо за внимание. Да, сами не хотите вы туда? Осчастливить вас хотят. Опять. Вот это Кстати, я ежемесячно
Я ежемесячно езжу в Чечню, ем стейк, общаюсь с друзьями. Ну, раз в 2 месяца, если взять. говорить правду. Шариат должен быть в Чечне, скажи, шариат. Что значит шариат? Я вам скажу. Шариат никакого отношения не имеет к Кавказу. Что значит? Вы вообще знаете, что такое шариат? Ну, есть у нас уже учится. Слушай, дорогой, шариат это... Зачем, если там нет шариата, вот зачем тогда русские там построили? Да, и дай им скажу. Вы свою мать... Подожди, Ибрагим. 1600 мечетей. Ты свою мать уважаешь? Вот говори честно. Кто здесь уважает свою... Подожди. Кто здесь уважает свою мать? Не надо говорить о шариате. Вот с гостем говорите. Гость. Говорит, да. Убежал. Я вот хочу знать. Сегодня, что касается Корана в Чечне, все покрыты, алкоголя нет, строятся мечети. Не, это недостаточно. А что ты хочешь? Я хочу полноценно шариат там. Езжай в Афганистан, женись на 9-летних девочек. Нет. Я Ты хочу, извращенец, чтобы получается. халиф Педофил, был получается. Путин. Полный шариат в Чечне не нужен. В Чечне свои есть. кавказские законы, свои традиции, Какие адаты. кавказские Асан, Конечно. законы? Секунду, а скажи, пожалуйста, житель Какие Чечни может эти законы? сегодня Я первый раз слышу такие Может законы. на сегодняшний день жители Чечни сказать что-то против властей? Ну, просто вот человеческое гражданское мнение свое против. Еще раз. Открой микрофон, у тебя шумно. Пожалуйста. Хасан, говорю так. Сегодня человек, который живет в Чечне... Герцог, закрой микрофон. Житель Чечни может сегодня свое гражданское право проявить и сказать что-то против правительства? И чтобы с ним ничего не Слушай, случилось? Стэн, можно я тебе скажу, пожалуйста? Вот смотри, вот именно касаемо Чечни, я вам гарантирую, вот мне вот совесть не позволит вот взять зависть, да, вот зависть. Есть же у человека зависть. У меня зависть. Вот есть зависть недоброкачественная, есть доброкачественная. У меня доброкачественная зависть к Чечне. Сегодня даже... У тебя эта зависть после того, как ты в Ираке бываешь на развалинах? Я и сейчас в Ираке. В Чечне... Я же говорю, у тебя после этого у тебя контраст, да? Нет. У меня в целом, я говорю, в Чечне правительство Чечни строит бездомным жилье, обеспечивает бедным. То есть в Чечне, по сравнению с массовым, что происходит в России, строительство, замена жилья номер 1. Понимаете? Вот вы приезжаете, Это, Хасан, давай дальше уже эти строительства. Уже а что ты хочешь? Я вся на конкретно 300 тысяч, 300 конкретно я тысяч скажу. населения, Касаемо, если 40 каждый тысяч продавец детей. огурцов может стать, выразить свое мнение. Этих людей вернет это строительство. Каких людей? Которых 300 завербовала тысяч Саудовская Аравия, Подожди, 300 Талибан и тысяч США? населения за 2 войны и 42 тысячи детей. Этих вернет это вот эти постройки? А кто сказал такое количество? Кто написал так, 42 тысячи детей? Это Первой мировой, объявлено. Второй мировой столько погибших не было. Откуда вы 300 тысяч мирного населения и 40 тысяч Где это написано? детей. Кто считал? Ты считал? Или Объявляли. Ты считал? Сам Кадыров объявлял. Кто? Сам Кадыров Скинь мне объявлял. это. Где мне эта запись, что он Ну, а он что говорит? тебе там еще надо свечки даже показывать, да? По трупам. Но я тебе, не верю чтобы вашим считать. цифрам. Ну, вы Я не не верю вашим поверите. цифрам. Дагестан всю жизнь под этим Сейчас живет. покажу. Одну секундочку. А вот вы не верите, что он джихад объявлял? Русский? Кто? Кадыров. Кому? Русский. За 2 военные... Да, был такой, конечно. Ну, это объявлял. известный факт, да. И что? Объявлял, помирились. Так.
Объявлял, Не то, объявлял. там не то, что помирились, там это как бы все изначально было так Что спланировано. значит? Да, мы Люди и выбрали смирились, правильный путь. когда Шамиль пришел 25 лет. Ну так, он Треть засланец был. нации истребили тоже, да, смирились. Нет, не канает так. Слушай, а кто Подожди, не выше... перебивай, Хасан. Да, Хасан, да, да, говори. сейчас покажу. Выведи на меня, на главное. Так, админ, на главное, если что. Кампании, да, у нас за 2 военные кампании, да, у нас в республике, да, погибло около 300 тысяч, да, мирных жителей, да. Дети, старики, женщины, да. Вот. И некоторые наши граждане даже не понимают, и некоторые даже обвиняют в том, что случилось в Чеченской республике, да, обвиняют наш народ. На самом деле нам это не нужно было, да. За 2 военные... Услышал? Да, я ничего не скажу, но мы же живем с турками. Турки, мы воевали с турками, 3,5 миллиона потеряли курдов. Мы же с ними живем, и что такого? У нас 1,5 миллиона населения. 3,5 миллиона? Чувствуешь? 3,5 миллиона за 38 год. Один момент. Нету такого. Хасан, Да. Хасан, вы в России хотите как бы в Россию стать внутренним делом России или как? Я отвечаю, Ибрагим, на вопрос. Сейчас в составе Турции живет 20 миллионов курдов. Из них 3,5 миллиона было убито за год. Мы же живем с ними, мы же помирились. И что вы хотите, чтобы мы чтобы все истребились, что ли? Я вам отвечаю вот на так. А зачем вы воюете с ними тогда? А вы зачем воюете с ними? Вы что хотите? Мы не воюем, мы защищались. Мы тоже защищались. Курды же требуют Наши гости, себе мы тоже защищались. Что? Курды тоже требуют себе какую-то землю. Но мы тоже защищались. Тем более наши братья-мусульмане, 3,5 миллиона турки, наши братья сунниты нас убили. Что мы теперь? Не должны идти к примирению? Мы пошли к примирению. Наши помирились, все, закрыли тему. А вы чего хотите от России? Я не понимаю, если честно, чисто вот по-человечески говоря. Россия выделила конкретные финансы, восстановили свою республику, восстановили всю инфраструктуру, все как положено, дома строят, рождаемость превышает №1 в России. Что еще надо? А у нас среди братьев мусульман-суннитов, наоборот, нас истребляют до сих пор, унижают, не дают нам ничего, не дают нам разговаривать на своей национальности, а ваши чеченцы как там, Москва-Сити захватили, кайфуют, там бороды отращивают, турки ловят наших курдов, им бреют бороды, а у вас отращивают, как хотят, так и делают, они потому что у себя дома в России. А мы, курды, не можем почувствовать себя как дома в Турции, как вы чувствуете себя в России. Так что благодарите Всевышнего, что вот так, как есть. Я вот хотел сказать этому Хасану насчет... Ты с ним дискутируй до конца, говорите. Вы уже перебил, не даете говорить никому. Чего вы замолкли? İbrahim da üstüten İbrahim da çaktan interval. Цифраш ничего алганчуар. Кешнишка дабазош баркиги берш. А вот с Вертой поговорите, Хасан. Я имею в виду, он же спросил, откуда ты знаешь про цифры. Мы хороним кладбище, а муллы ходят и записывают каждую новую могилу, а детям ложат маленькие такие, как это, камень, у нас чурт говорят, я не знаю, загробный камень, а старшим ложат побольше. И они знают, что там дети, а здесь большие, в смысле, взрослые люди. И они вот так записывали.
под руководством России. Россия приказала, чтобы их записали. Они хотели, чтобы узнать число, сколько они убили нас. Потому что все эти снаряды на нас падали как дождь, понимаете? Вот в чем дело. Откуда он тоже это знает. Вот так и мы узнали. Вот так и Россия сама узнала, сколько было похоронено в кладбищах. Люди записывали это по приказу России. Все, я закончил. Верта, знаешь, брат, я сожалею, если какие-то погибшие есть, если честно. Но я вам говорю, мы намного многочисленнее вас. Ну и самое обидное, что мы вот 100 раз хуже поступает с нами, наши же единоверцы. На данный момент ваша ситуация в России 1000 раз лучше, чем наша. У вас своя республика. Ну скажи, значит, кафиры, они лучше, да, доброжелательнее, чем наши братья, да? Так, да. Тогда зачем нам придерживаться к этому? Я не придерживаюсь. Вот Стелла пускай подтвердит. Я отрекся от ислама, фактически. Но не совсем. Мне жалко Всевышнего и пророка. Я люблю очень. Я не хочу отказаться полностью. Но я не придерживаюсь ислама фактически, если честно. Стелла знает меня. Я курд по национальности. По факту Россия самая великодушная страна в мире касаемо этнических проживающих на своих корнях. Езиды, одни курды, которые ислам приняли, которые в своем придерживаются езиды, да? Я сейчас говорю, да, гость, прости, пожалуйста, я тебя перебил. Я сейчас говорю о курдов-суннитов. Езидизм – это 12-й тарикат, который пришел от ислама. Езидизм – это тоже пришел от ислама, это 12-й тарикат, к суфизму относится. Тоже самый ислам. Она короткая просто. К чему я говорю? Сейчас, на данный момент, вы видите, только в Африне от братьев суннитов, курды сунниты были убиты 3000 в одном районе. 3000 человек. 3000 только в одном районе. Это я вчера узнал. Потому что нынешние цифры только показывают. То есть, по факту, за последние с 2014 года по 2025 года 160 тысяч погибших суннитов. Вы о чем говорите, ребят? От кого, интересно, они были убиты? От суннитов. Не слушайте никого. Берегите свой народ, берегите свой иман у себя дома. Берегите свою большую страну Россию, живите в составе России. Вы живете достойно, у вас своя полиция, свои традиции фактически, своя большая республика, не маленькая. Я ездил как Дубай. Не надо никого слушать. Приезжайте к себе на родину, примиритесь. Род Кадыровых спас вашу страну, а не как мы по всему миру. Короче, ты считаешь Мы как цыгане живем. Мы курды как цыгане, говорю откровенно. У вас появились люди, которые спасли вас, но мы также под натиском. Из-за этого я от злости иногда говорю, я искренне говорю, Турция сделала из Айя Софии мечеть. Я хочу тот день прийти в Аляксу, как в иудейскую, церковь еврейскую, чтобы они тоже переименовали Айя Софию. Вот тогда мое сердце будет, если сделать из Аляксу. Короче, у вас столько 3 миллиона, сколько ты сказал у вас? 3,5 миллиона. 3,5 миллиона. Это только не турки справились. Давайте, жить под каблуком. Вот так-то, да? Никаких каблуков нет. То есть, получается, наши же братья-мусульмане имеют право убивать пачками, а другие страны не имеют права целостности своей страны сохранить. Тем более у вас не фактически своя там свара идет. Ты говоришь, 400 лет вы жили под ними и живите дальше, Мы да? не жили под ними.
Они нас не завоевали. Мы за счет... Не, Россия, говорю, Россия, под Россией мы жили 400 лет. Кавказ Ты всегда жил достойно. нам Кавказ, предлагаешь, чтобы вот так всю жизнь Кавказ, живите Кавказ, под них, да? Кавказ всегда жил достойно. То, что в составе России, это не значит Историю жить плохо под знаешь. ними. Не, я нормально Ну, знаю. ты, И про- наверное, путаешь Чечню с Не, не, Дагестаном. я не путаю. Вы не были сильнее черкесов. Турки же их погубили. Дали им оружие, золото, давали, всех истребили. Понимаешь, есть иногда некоторые вещи, что некоторые империи не могут себе позволить. У Черноморье, черкесов князья были, у нас никого не было, мы как это у вас? защищались. Что ты сейчас У говоришь, нас брат? не было Сейчас князья. ваш Кадыров номер 2 в России. Ты о чем говоришь? Без Это него ничего не временное решает. явление, временно. О Завтра, чем ты говоришь, брат? послезавтра его не Советники будет, и президента, все. советники президента Путина, все чеченцы. И Ты что, мне и что говоришь? что, и что? А как и что? А что ты хочешь? Стать Что, президентом, он пожалуйста, вечный, что ли, ты идем хочешь баллотируйся. сказать? Я не На, защищаю никого. Я на говорю, что они чеченских, не вот на этих 300 тысяч населения, на этих костях он сегодня кайфует. Ты что, думаешь, он будет постоянно будет кайфовать? К всему свое время. гость, смотри, Это раз, если... подожди, еще раз я Говори. тебе говорю. То, что там построено, это мизер. Вот эту репарацию, которую они должны будут еще отдать, это даже 10-5% они еще не отдали. Понимаешь? Вы по-своему смотрите на эту свободу, а мы по-своему. Ну, знаешь, аппетиты, конечно, у вас не маленькие, я это уже давно знаю. Но то, что есть, то, Мы что имеем есть. право на это. Мы имеем право, и мы На знаем свои что? аппетиты. На что имеешь право? И На что? никто нам не должен указать, какие у нас аппетиты. Вы как Мы курды будем брать то, что свое. И не все. сможешь. Чужое. Не см- Сможем, не сможем. Мы один раз доказали, если вот этот проклятый, который вот этот ваххабизм, этот ислам, если бы не затащили бы к нам, этого не было бы. Мы бы выкрутились из этого. А сможем, не сможем, мы доказали перед всем миром. Я не сомневаюсь, что вы А что доказали. ты Ну, тогда поверь мне. говоришь, не Со сможем? своим вас Сможем. очень мало. Вы не Могли и можете. сможем. Вас очень По мало. себя не гость. судите других. Я по себе не сужу. Мы тоже много чего сделали для ислама. Как вы лоханулись, понимаешь? Мы всех христианцев, всех христиан выгнали с Аравии. Арабы у них... Да, вы выгнали, кого Да. не надо. И вы Да, сами вот именно. попали под это. Да. Что И ты сейчас говоришь? моя мечта взять иудейский шарф, когда Аляксу сделает Вот синагогу, ты в я должен мечтах зайти и молиться. уйдешь. Зайти И молиться. уйдешь, у Вот тебя это моя больше мечта. ничего не будет. Ты в мечтах будешь всегда. Я Не всё будет, это закончил. будет. Я молюсь всегда, чтобы Алякса была синагогой. Это моя мечта. На данный момент больше мне ничего не надо. Я честно скажу. Я россиянин, у меня есть дом, это Россия. Для меня национализм сейчас не имеет значения, какой я нация. Я россиянин, живу в России, обязанности свои я знаю, и мечту свою я знаю. Войти в Аляксу как в синагогу. Спасибо всем.